спорт, спадарства даўно і дакладна таксама не па-за палітыкай, прынамсі беларускі. Да бясконцых звальненняў, штрафаў, арыштаў, збіццяў, якія зазнаюць у тым ліку і беларускія спартоўцы, сёння дадаліся і 12 сотняў арышту для міс Беларусь і былой прэсавай сакратаркі берасцейскага «Дынама» Ольгі Хіжанковай, затрыманай у нядзелю, калі яна ішла ў госці да сяброўкі, а таксама па 10 сотняў арышту для срэбранага чэмпіёна алімпійскіх гульняў 2008 года ў дзесяцібор'і Андрэя Краўчанкі і шматразовага чэмпіёна Беларусі па кікбоксінгу Івана Ганіна. Аднак тыя, хто застаецца на волі, працягваюць разам з усім народам змагацца з рэжымам Лукашэнкі. Сярод іх Наталля Лешчык, срэбраная прызёрка алімпійскіх гульняў у Лондоне 2012 па мастацкай гімнастыцы, а цяпер псіхолог нацыянальнай каманды па стральбе з лука. Наш калега Дмітрый Суханович сустрэўся з Наталляй Лешчык. Гэта размова ўжо зараз вашай увазе. Наталья, добрый день. Дякую, что погодились на интервью. Мастацкая гимнастика, прыгожы, жаночы від спорту. Некоторые уже начинают заниматься с маленства 3-4 года. Як у вас это отбылось? Кто привел? Коли? Где? Меня привели родители в 5 лет. Вот сейчас уже раньше приводят в 3-4, но раньше еще пока что это было актуально в 4-5, еще не так рано. Вот, поэтому меня привели в 5 лет родители, потому что куда-нибудь ребенка надо отвезти. Родители все время работали, нужно было свободное время ребенка чем-то занять. И, в общем-то, привели, мне понравилось. И это так, с первого взгляда, любовь. Повезло. Повезло, наверное, родителям, что сразу, без каких-то поисков в других видах спорта или еще где-то, вот так вот повезло. Ну, вялікі спорт, не абмінаюсь траўмы. Як у вас з гэтым было і як вам выступалася лепш, комфортней, асабіста ці ў групповых практыкаваннях? Раньше бы сказала, что в личных упражнениях проще было выступать. Сейчас уже даже не могу выбрать что-то одно, потому что как и в одном виде, так и в другом есть плюсы и минусы свои. Но в личном мне было проще, потому что это ответственность только на тебе. Если ты допустил какую-то ошибку, собственно, сам и виноват, сам с этим и разберешься. Вот. Если в групповых упражнениях для меня было сложно, что я понимала, что я подведу еще 5 человек, и это прям дополнительный был груз ответственности. Вот. Но в других моментах, да, в команде, с другой стороны, проще, что тебя и поддержат, и сплочение, и какие-то другие моменты. То есть что-то одно выбрать довольно сложно. Без травм не обходилось, и были различные повреждения связок, и переломы, из-за которого я не поехала на юношеские Олимпийские игры. Вот. Ну и пришлось завершить со спортом тоже из-за травмы спины. Поэтому тут, конечно, как, наверное, и у многих спортсменов, такая история примерно одинаковая. У мастацкай 20 гэта ўжо ветэран. Як у вас адбывалася, калі, можам сказаць так, вы выйшлі на пенсію, чым займаецеся цяпер? Ведаю, што нешта звязанае з псіхалогіяй. Да, закончила я в 17 лет. Был очень тяжелый период перестройки. То, что ты закончил, внезапно тебе никуда не надо, нужно что-то решать, что же делать. Вот. После этого периода я поступила в университет физкультурный и отучилась на психолога. И, собственно, после этого и отработала еще 2 года психологом. И теперь уже занимаюсь непосредственно по своей специальности. Работаю с национальной командой по стрельбе из лука. Вот. Но сейчас в связи с такими обстоятельствами в нашей стране пока что не знаю, что же будет дальше, но хотела бы пока что продолжать связывать свою жизнь с психологией. Як на вас паўплывалі падзеі пасля, скажем так, 9 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў? Очень долгое время на меня не было никакого давления, по крайней мере. То есть исключительно только то, что мы видим своими глазами, к сожалению, на улицах, какой уровень насилия над беззащитными людьми. То есть давило только это и то, что невозможно просто молчать. Вот. Но недавно был разговор у меня с директором РЦОПа по поводу моей подписи под письмом всем известным. Вот.
напрямую мне никто так не угрожал и не говорил, что меня, например, уволят. Вось вы выходзіце на шматлікія мірныя акцыі пратэсту. Якая атмасфера там у першых шэрагах? Ведаю, што вы ходзіце са спартоўцамі, надпіс «Спартоўцы з народам». Якое там адчуванне? О, так, но когда выходила в самом начале, это было что-то просто невероятное, потому что такое большое количество людей и все разных возрастов, разных каких-то, наверное, социальных слоев в том числе, люди интеллигентные, творческие. В общем, для меня это был вообще полный восторг. Я увидела такое количество людей единодушных, вот, что это, конечно, во мне только гордость, наверное, поднималась, вот, и были положительные эмоции. Но когда начались все эти жесточайшие задержания, огромный уровень насилия, то, конечно, эта гордость хоть и остается, но она перекрывается болью и бессилием, что ты не можешь чем-то помочь людям, к сожалению, и пытаешься помочь, ну, хоть каким-то, хоть оглаской, хоть чем-то. Як вы ўспрымаеце навіны, што спартоўцаў затрымліваюць, яны знаходзяцца на крэсце, на штрафы, збіцці? Вось менавіта хотел запытаться и про Алену Левченко. Вы разом с ней выходили. Теперь по ее маршруту пошел и Андрей Кравченко. На что различная улада, коли так ставится до своего народа? Честно говоря, для меня, наверное, это тоже самый большой вопрос. На что можно вообще рассчитывать с подобным отношением к народу? Наверное, рассчитывают, что таким образом можно как-то, да, нас прекратить говорить, прекратить выходить, бороться за свои права, вот. Но лично я считаю, что это не работает, что это только, по крайней мере, во мне, это только поднимает еще больше уровень не самых приятных эмоций и желание бороться дальше, потому что я не скот, с которым можно так обращаться, я тоже человек и хочу просто хотя бы самых обычных прав человека, как и во всем мире. Ну і з пазіцыі псіхолага, ці можна дагрукацца да нашых сілавікоў? Жанчыны ім дараць кветачкі, пытаюцца з імі размаўляць. Штосьці можна ў іх памяняць, ці гэта ўжо нязменна? Мне бы очень хотелось бы, да, позитивно мыслить и думать, что можно сделать, что можно достучаться до силовиков. Но думаю, что тут уже даже нужен не психолог, а больше психотерапевт, где будет полноценно проведена работа, потому что думаю, что тут уже остались только те люди, у кого очень тяжелый случай. Александр Лукашенко кажа, што жанчына у нас не можа быць прэзідэнтам, бо Канституцыя напісаная не пад яе. Ваше меркаванне на гэты погляд? Ну, конечно, не скажу, что это было обидно. Я думаю, это было вполне ожидаемо. Не в первый раз высказываются в таком, к сожалению, скажем, сексистском ключе по отношению к женщинам. Вот. Думаю, что, как и в работе, например, да, что есть у нас уровень профессионализма, и только потом у нас уже есть какое-то различие пополам, по каким-то еще, по возрасту и так далее. Вот. Если человек профессионален в той же политике, в каких-то других моментах, да, почему нет? Вот. Не вижу различий, да, что это могла бы быть женщина или мужчина. Вот. Но как можно реагировать на такое высказывание? Я даже не знаю. Честно говоря, очень большое количество высказываний меня просто откровенно смешит. Некоторые спартоўцы кажуць, што мы выступаем не за прэзідэнта, а за краіну, таму чаму нам сыходзіць з таго ці іншага віду спорту і працягваюць абараняць колеры, не ведаю, краіны ці кагось яшчэ. Як вы да іх ставіцеся? Ці правільна яны робяць, ці ўсё ж такі патрэбна выказаться и подтримать больше спортовцев, которые выступают супраць гвалту? Я думаю, что, конечно же, учитывая, что мы тут выступаем за права человека и за то, что у нас может быть толерантность, очень бы хотелось, да, что люди могут, имеют право высказывать свое мнение, каждый делает свой выбор. Вот. Но учитывая, как другие спортсмены переживают и насилие тоже, и угрозы, и репрессии, конечно, хотелось бы больше какой-то поддержки, какой-то солидарности. Уже амаль 100 дзён народ выходит на мирные акции протесту.
Што трэба зрабіць, каб беларуская нацыя аб'ядналася, ці яна ўжо аб'ядналася, і вашы пажаданні беларускаму народу ў такі няпросты для краіны час? Я думаю, что она уже объединилась. Надеюсь, что это будет с каждым разом только еще больше и еще больше объединения, что все больше людей будет присоединяться. И хотелось бы, наверное, пожелать силы духа каждому. И чтобы мы только радовались, чтобы у нас были больше позитивных эмоций, чем негативных, чтобы мы перешли этот рубеж и, наконец-то, смогли радоваться жизни и помогать как себе, так и друг другу. Нагадаю, што мы размаўлялі з Натальяй Лешчык, срэбраным прызёрам алімпійскіх гульняў па мастацкай гімнастыцы ў Лондоне. Дмітрий Суханович, Белсат.